Когда империя рушится за одну ночь, всегда найдется тот, кто выигрывает больше всех. После того, как судьба Чыныбая Турсунбекова резко изменилась, один человек получил контроль над мукомольными заводами, складами, брендом стоимостью в десятки миллионов долларов, сетью дистрибуции по всему Кыргызстану. Совпадение? Или кто-то десятилетиями выстраивал схему, ожидая своего часа? В архивах нотариальной конторы города Бишкек хранится документ, который должен был расставить все по местам. Но этот документ исчез из базы данных ровно за 9 дней до того, как вся страна узнала о проблемах основателя Акуна. Кто имел доступ к нотариальным архивам? Кто знал точную дату, когда нужно действовать? И главное, почему человек, посвятивший 30 лет созданию пищевой империи с нуля, вдруг оказался отрезан от собственного детища? Вы держите в руках чашку чая. Кружка теплая, привычная, успокаивающая. Теперь представьте, вы узнаете, что каждое утро последние 5 лет кто-то подмешивал в этот чай яд, настолько медленный, что вы даже не чувствовали, но он уже разрушил ваш организм изнутри. Примерно так Чыныбай Турсунбеков обнаружил, что человек, которого он считал своей правой рукой, систематически переводил активы компании на подставные фирмы. Не за месяцы, за годы. По одной из версий, которые обсуждают бывшие сотрудники компании, схема выглядела элегантно. Контракты с подконтрольными дистрибьюторами, консультационные услуги по завышенным ценам, сделки по закупке оборудования через посредников. Деньги уходили тонкими ручейками. Никто не замечал, потому что мукомольный бизнес приносил стабильную прибыль. Когда основатель Акуна наконец увидел полную картину, было поздно. Почти 40% активов юридически принадлежали компаниям, к которым у него не было доступа. Документы лежат в сейфе одного из частных банков Бишкека. Код доступа знают трое. Чыныбай не в их числе. Внутри этого сейфа оригиналы договоров, печати, подписи, доверенности. И еще там лежит то, что превращает обычную корпоративную драму в детективную историю. Рукописная записка на листке бумаги, оторванном из школьной тетради. Почерк крупный, нервный. Текст короткий. «Если что-то случится со мной, смотрите на того, кто получит все. Он знал заранее». Записка датирована мартом 2019 года. За 4 года до того момента, когда все действительно начало рушиться. Чыныбай будто предвидел собственную судьбу. Но почему он не действовал раньше? Боялся? Или надеялся, что ошибается? Начнем с человека, который сегодня сидит в кабинете генерального директора Акуна, там, где раньше принимал решения сам Турсунбеков. Назовем его Асан. Это не его настоящее имя. По юридическим причинам мы не можем назвать его публично. Но те, кто работал в компании, знают, о ком речь. Асан пришел в Акун в начале 2000-х. Молодой амбициозный менеджер с дипломом экономиста и рекомендательными письмами из Алматы. Чыныбай взял его на должность заместителя финансового директора. Позже говорил друзьям: «Он работает как 3 человека. Умеет считать деньги лучше меня». Асан действительно работал много. Приходил первым, уходил последним. Разбирался в каждой накладной, в каждом контракте. Через 5 лет он уже контролировал все финансовые потоки компании. Чыныбай ему полностью доверял. Но вот что интересно. В 2015 году Асан зарегистрировал на свое имя частную консалтинговую фирму. Официально она занималась юридическими услугами для малого бизнеса. На деле же эта фирма получала от Акуна контракты на стратегический анализ рынка и оптимизацию логистики. Суммы контрактов начинались скромно — $30 тысяч в год. Но уже к 2018-му эта цифра выросла до $500 000. Чыныбай подписывал эти контракты лично. Видел ли он конфликт интересов? Понимал ли, что его финансовый директор фактически платит сам себе из бюджета компании? Или Асан убеждал его, что так выгоднее для налоговой оптимизации? Мы не знаем. Но мы знаем другое. Именно эта консалтинговая фирма Асана позже стала одним из ключевых акционеров Акуна, когда компанию реструктурировали. Как скромный зарплатный менеджер получил долю в империи, которую строил не он.
Существует версия, которую озвучивают бывшие сотрудники компании в приватных разговорах. По их словам, Асан годами собирал документы о всех сделках компании, включая те, что заключались в 90-е, когда законы были размытыми. Информацию о том, откуда брались деньги на первое расширение, о связях с чиновниками, которые помогали получать лицензии. Ничего криминального по меркам того времени, но достаточно компрометирующего по меркам сегодняшнего дня. И в какой-то момент, как утверждают эти источники, между Асаном и Чинебаем состоялся трудный разговор о будущем компании. Что именно обсуждалось, неизвестно. Но факт остается фактом. Человек, который был наемным работником, сегодня владеет значительной долей того, что создавал другой. Впрочем, существует и альтернативная версия событий. Ее активно продвигают нынешние руководители Акуна в закрытых беседах с партнерами. Согласно этой версии, Турсумбеков к 2020 году потерял хватку. Тратил деньги компании на личные проекты, не следил за рынком, игнорировал предупреждения о финансовых рисках. И если бы не эффективный менеджмент Асана, который взял управление в свои руки, компания бы обанкротилась. Красивая история, удобная. Но есть одна деталь, которая ее ставит под сомнение. До того момента, как Асан начал набирать влияние, Акун стабильно рос. Выручка увеличивалась на 10-15% ежегодно. Открывались новые точки продаж, модернизировались производственные линии. Это не похоже на умирающий бизнес. Теперь посмотрим на хронологию. В июне 2022 года Чинебай впервые публично заявляет, что у него возникли разногласия с партнерами по управлению компанией. Осторожная формулировка. Но те, кто знает ситуацию изнутри, понимают — это крик о помощи. В августе того же года он пытается подать иск о незаконном захвате корпоративных активов. Иск отклоняют по формальным основаниям. В сентябре Турсумбеков увольняется с поста президента компании по собственному желанию. Цитата из официального пресс-релиза. Господин Турсунбеков принял решение посвятить больше времени семье и личным проектам. В октябре на пост генерального директора назначают Асана. В ноябре Чинебай уже не появляется в офисе компании. Охрана не пускает его, ссылаясь на новый регламент доступа. 6 месяцев. За 6 месяцев человек потерял контроль над тем, что строил 30 лет. Это не просто корпоративный конфликт. Это хирургически точная операция по смене власти. И самое пугающее — вся операция проходила в рамках закона. Формально Асан ничего не нарушил. Контракты подписаны, доли оформлены. Суды отклонили иски. С точки зрения юриспруденции все чисто. Но есть еще одна юриспруденция — человеческая совесть. И тут вопросы остаются. Вспомните тот момент в вашей жизни, когда вы поняли, что человек, которому доверяли, играл свою игру. Не ошибся, не разочаровался. Именно играл. Расчетливо, холодно, терпеливо. Это чувство, когда пересматриваешь годы отношений и понимаешь. Каждый его шаг был шагом к твоему падению. Чинебай Турсумбеков, по словам тех, кто видел его в 2023 году, выглядел именно так. Как человек, который пересматривает всю свою жизнь и не узнает ее. «Я дал ему работу, когда у него ничего не было», — сказал он в одном из последних интервью местному изданию. «Я учил его бизнесу, представлял своим партнерам, доверял ему больше, чем родным братьям, и он просто ждал момента». Интервью вышло под заголовком «Исповедь разоренного миллионера». Статью быстро удалили с сайта по требованию юристов Акуна. Но скриншоты остались. И в этих скриншотах крик человека, который понял. Его предали системно. Кому было выгодно? Асану. Кто получил больше всех? Асан. Кто знал заранее, что Чинебай окажется в слабой позиции? Асан. 3 вопроса. 3 одинаковых ответа. Но доказать прямую связь невозможно. Схема слишком продумана, слишком растянута во времени. Это не ограбление банка с пистолетом наперевес. Это долгосрочная стратегия по поглощению чужого бизнеса через легальные инструменты. И самое страшное — такие истории случаются по всему постсоветскому пространству ежедневно. Основатели теряют свои компании,
Наемные управленцы становятся собственниками. Суды принимают формально правильные, но морально спорные решения. И система работает против тех, кто создавал, в пользу тех, кто умеет манипулировать законом. По воспоминаниям одного из официантов, последний известный разговор Ченыбая с Асаном состоялся в декабре 2022 года. Встреча была в нейтральном месте, в кафе одного из бишкекских отелей. Один говорил тихо, почти шепотом, второй громко, уверенно, с улыбкой. Я не слышал слов, но было ясно. Один просит, второй отказывает. Когда они вышли, Ченыбай шел медленно, согнувшись. Асан, бодро, с телефоном у уха, уже обсуждая другие дела. Две параллельные реальности. Один человек теряет последнее, другой планирует будущее. И никто не остановит этот процесс, потому что формально все законно. Есть еще одна фигура в этой истории. Назовем ее Айгуль. Снова не настоящее имя. Айгуль работала главным бухгалтером Акуна с 2010 по 2022 год. 12 лет она видела каждую финансовую операцию компании, знала все схемы, все потоки, все секреты бухгалтерии. В марте 2023 года, уже после того, как Ченыбай потерял компанию, Айгуль дала интервью одному независимому журналисту. Запись так и не опубликовали, угрозы судом и давление на редакцию сделали свое дело. Но транскрипт этого интервью ходит в узких кругах, и там есть фраза, которая объясняет многое. «Я видела, как деньги уходили. Я говорила Ченыбаю, он не верил. Говорил: Асан мой друг, он не способен на такое. Я пыталась показать документы, он отмахивался. Ты не понимаешь тонкостей бизнеса». Когда он наконец поверил, было поздно. Активы уже были выведены. Айгуль уволилась через 2 месяца после прихода Асана к власти. Причина увольнения в трудовой книжке по собственному желанию. Реальная причина — ей предложили либо молчать, либо уйти. Она выбрала второе. Сегодня империя Акун работает как и прежде. Мука высшего сорта поступает на прилавки магазинов. Логотип компании узнают по всему Кыргызстану. Заводы производят 1000 тонн продукции в месяц. С точки зрения потребителя ничего не изменилось. Но с точки зрения создателя этой империи изменилось все. Ченыбай Турсунбеков больше не имеет отношения к бизнесу, который начал в 90-е с одного небольшого цеха и 2 мешков муки. Его имя убрали из корпоративной истории на официальном сайте компании. В разделе «О нас» теперь написано: компания основана в 1996 году группой предпринимателей. Группой. Не одним человеком. Группой. История переписывается на ходу. И вот финальный вопрос, который не дает покоя тем, кто следит за этой историей. Если произошел захват чужого бизнеса, почему никто не останавливает происходящее? Почему правоохранительные органы не проводят расследование? Почему суды отклоняют иски? Ответ прост и печален. Потому что формально все чисто. Контракты подписаны добровольно, доли переданы по договорам. Суды видят только бумаги, а не человеческие судьбы. А еще потому, что у нового руководства Акуна теперь есть связи и ресурсы для защиты своих интересов. Деньги покупают не только активы, они покупают молчание, лояльность и юридическую неуязвимость. Ченыбай это понял слишком поздно. Когда строишь бизнес честно, не задумываешься о том, что кто-то может получить его законными методами. Это просто не укладывается в голове, пока не случится. Кому было выгодно разрушение основателя Акуна? Тому, кто получил все. Это не конспирологическая теория, это принцип cui bono, кому выгодно, который использовали еще древнеримские юристы. Когда случается преступление, ищи того, кто выиграл от него больше всех. И если ты найдешь этого человека, ты найдешь ответ. Но что делать, когда все совершено легально? Когда смена владельца оформлена договорами и печатями? Когда основатель сам подписал документы, не понимая, что подписывает приговор собственной империи? Тогда остается только одно — рассказать эту историю. Чтобы другие основатели не повторили ошибок Ченыбая Турсунбекова. Чтобы поняли, доверие в бизнесе — это красиво, но смертельно опасно. И чтобы запомнили главный урок этой драмы. Иногда самый большой враг сидит не за стенами твоей крепости, а внутри нее, за соседним столом, улыбаясь и называя тебя
другом. Все семьи счастливы одинаково. Все несчастные семьи несчастны по-своему. Лев Толстой написал это о браке, но та же логика работает в бизнесе. Успешные компании выглядят похоже. Прибыль растет, сотрудники довольны, основатель контролирует ситуацию. Но когда компания рушится, за внешним фасадом обнаруживается клубок личных драм, тайных обид и семейных конфликтов. Акун казался образцовой историей успеха, но внутри семьи Турсунбековых годами накапливалось напряжение, о котором не знали даже ближайшие партнеры. Сегодня, когда империя фактически потеряна, эти семейные тайны выходят наружу. И они объясняют, почему Чиныбай не смог защитить свое детище. Он воевал на два фронта. С внешними врагами и с самыми близкими людьми. Начнем с того, о чем не принято говорить в традиционной кыргызской культуре — о конфликте между супругами из-за денег. Жена Чиныбая, назовем ее Гульнара, чтобы сохранить приватность, всегда оставалась в тени. Публичных фотографий почти нет, интервью не давала никогда. Но те, кто бывал в доме Турсунбековых, описывают ее как сильную волевую женщину, которая имела огромное влияние на решение мужа. Чиныбай мог сорваться на переговорах, накричать на партнеров, хлопнуть дверью. Но с Гульнарой он всегда говорил тихо, почти виноватым тоном, вспоминает бывший заместитель директора по логистике, работавший в компании с 2008 по 2019 год. По воспоминаниям партнеров семьи, Гульнара не работала в Акуне официально, но имела серьезное влияние на семейные финансы. Именно она, как утверждают знакомые семьи, настояла на покупке особняка в престижном районе Бишкека в 2015 году. Именно она убедила мужа отправить детей учиться за границу, в Лондон и Дубай. Именно она хотела, чтобы семья выглядела успешной не только в бизнесе, но и в обществе. Проблема была в том, что эти траты росли быстрее, чем прибыль компании. И это ослабляло финансовую позицию Акуна именно в тот момент, когда Асан начинал свою игру. Совпадение? Чиныбай понимал опасность ситуации. Пытался объяснить жене, что нужно сократить расходы, что бизнес требует реинвестиций, что нельзя тратить все на личное потребление. Но, по словам близких к семье людей, Гульнара воспринимала эти разговоры как попытку ограничить ее свободу. «Я 30 лет жила рядом с тобой, пока ты строил этот бизнес. Я заслужила право тратить эти деньги». Эту фразу, по воспоминаниям родственников, она повторяла в каждой ссоре. И формально она была права. Она действительно поддерживала мужа в трудные 90-е, когда Акун едва держался на плаву. Она рожала и воспитывала детей, пока Чиныбай пропадал на производстве по 16 часов в день. Она имела моральное право на часть этого богатства. Но размер ее запросов и скорость трат создавали уязвимость. Деньги выводились из бизнеса быстрее, чем возвращались. Есть еще один болезненный аспект — отношения Чиныбая с детьми. У Турсунбековых 3 детей, 2 сына и дочь. Старший сын, назовем его Тимур, должен был стать наследником бизнеса. Чиныбай готовил его с юности. Водил на заводы, объяснял технологию производства, знакомил с партнерами. Тимур получил экономическое образование в Великобритании. Вернулся в Кыргызстан в 2017 году с намерением войти в управление компанией. И тут случился конфликт, который расколол семью. Тимур, насмотревшись на западные корпоративные практики, начал критиковать методы отца. Говорил, что Акун управляется устаревшими методами, что нужна цифровизация, что финансовые потоки непрозрачны, что половина контрактов заключается по дружбе, без тендеров. Чиныбай воспринял это как неуважение. «Я строил этот бизнес, когда тебя еще на свете не было. Не учи меня, как руководить», — сказал он сыну при свидетелях во время одного из совещаний. Тимур не стерпел, ушел из компании, переехал обратно в Лондон. Связь с отцом прервалась на несколько лет. Но самое трагичное в том, что Тимур был прав. Его критика финансовой непрозрачности Акуна указывала именно на те дыры, через которые, по версии Чиныбая, Асан выводил активы. Если бы основатель прислушался к сыну, если бы они вместе провели аудит компании, ситуацию можно было изменить. Но гордость и патриархальное мышление не позволили ему признать, что молодой специалист видит то, чего не видит опытный предприниматель.
И когда Чаныбай наконец понял масштаб проблемы, Тимур был за тысячи километров, обиженный и не желающий возвращаться. Попытки восстановить контакт начались только в 2022 году, когда ситуация уже стала критической. Тимур прилетел в Бишкек, встретился с отцом, изучил документы и сказал то, что Чаныбай боялся услышать. «Папа, ты потерял компанию. Юридически почти все уже не твое. Я не знаю, как это вернуть». Это была их последняя серьезная беседа перед окончательной потерей контроля над Акуном. Средний сын и дочь в бизнес не вникали. Один выбрал карьеру в IT, другая вышла замуж и живет в Дубае. Но и они оказались втянуты в семейную драму через вопрос наследства. Когда стало ясно, что Акун ускользает из рук Чаныбая, встал вопрос, что именно он оставит детям. Юридически значительная часть активов уже не принадлежала основателю. Особняк был оформлен на Гульнару. Счета в банках заморожены из-за судебных споров. Оставалось только одно крупное имущество — земельный участок площадью 5 гектаров на окраине Бишкека, купленный еще в 2002 году на имя самого Турсунбекова. Участок, на котором он когда-то планировал построить новый завод, но так и не начал стройку. Дети требовали разделить этот участок между ними немедленно. Пока еще не поздно, как они говорили. Чаныбай сопротивлялся. Считал, что делить наследство при жизни — плохая примета, признание поражения. Но главное, он еще надеялся вернуть компанию. И этот участок был последним крупным активом, который можно было использовать как залог для судебной борьбы. Конфликт тянулся месяцами. Дети обвиняли отца в эгоизме. Отец обвинял детей в жадности. Семья, которая когда-то гордилась своим единством, разваливалась на части. Точно так же, как разваливался бизнес. И вот парадокс. Пока Чаныбай терял компанию в руках Хасана, он одновременно терял семью в конфликте с самыми близкими людьми. 2 фронта, 2 войны. И на обоих он проигрывал. Потому что в бизнесе его подвел избыток доверия, а в семье — недостаток гибкости. Он верил Асану слишком сильно и слушал детей слишком мало. 2 ошибки, которые стоили ему всего. Последний удар пришел оттуда, откуда его не ждали. В январе 2023 года, уже после того, как Чаныбай официально покинул пост в Акуне, он узнал. Тот самый земельный участок, последний крупный актив, тоже под угрозой. Оказалось, что в 2017 году, когда отношения с Асаном были еще дружескими, Чаныбай подписал документ о залоге этого участка под кредит для компании. Кредит был погашен, но залоговые документы формально оставались активными. И теперь через подконтрольную Асану структуру было инициировано взыскание. Юридически все выглядело законно. Фактически это была последняя точка. Даже то, что казалось незыблемым личным имуществом, оказалось под контролем человека, которому он когда-то доверял. Чаныбай Турсунбеков сидит сейчас в той самой квартире, где начинал свой бизнес 30 лет назад. Особняк остался за Гульнарой. После развода, который случился тихо, без публичности, в марте 2023-го. Дети общаются с ним редко, через адвокатов, в основном по вопросам того самого злополучного участка. Компания, которую он создал, носит его имя в названии бренда. Но сам он туда больше не вернется никогда. Это не драма, это трагедия в античном смысле. Герой погибает не от внешних врагов, а от собственных добродетелей, доведенных до крайности. Доверие стало доверчивостью, гордость стала упрямством, желание сохранить семью привело к ее распаду. История Акуна — это не история о том, как злодей украл бизнес у честного человека. Это история о том, как система позволяет перераспределять активы легальными методами, когда основатель теряет бдительность. И это история о том, что семейные конфликты могут быть не менее разрушительны, чем корпоративные войны. Чаныбай Турсунбеков потерял все, но его история — это урок для тысяч других предпринимателей постсоветского пространства. Урок о том, что в бизнесе нет места слепому доверию. О том, что семья может быть как опорой, так и источником уязвимости. И о том, что документы, которые ты подписываешь сегодня,
могут стать приговором завтра. Вопрос остается открытым. Виноват ли Асан? Или он просто воспользовался возможностью, которую создал сам Ченебай своими решениями? Юридически он чист. Морально это каждый решает сам. Но факт неизменен. Один человек построил империю за 30 лет, другой получил ее за 6 месяцев. И все это произошло в рамках закона. Добро пожаловать в мир постсоветского бизнеса, где правила игры пишутся теми, кто умеет их использовать. До последней минуты я верил, что он просто устал, что ему нужен отпуск, что все вернется на круги своя, говорит Марат Бекмуратов, бывший начальник службы безопасности Акуна, руки которого непроизвольно сжимаются в кулаки даже спустя год после увольнения. Мы встречаемся в небольшом кафе на окраине Бишкека, подальше от центра, подальше от людей, которые могут узнать его лицо. Марат работал рядом с Ченебаем Турсунбековым 16 лет, с 2006 по 2022. Видел его каждый день, провожал до машины, следил за безопасностью в офисе и дома. И он был одним из первых, кто заметил изменения. В 2019 году что-то сломалось внутри него. Он начал приходить в офис позже, уходил раньше, стал забывчивым, мог по 3 раза спросить одно и то же. А главное, его взгляд изменился. Раньше он смотрел уверенно, прямо в глаза. Теперь смотрел мимо, будто видел что-то, чего не видели мы. Марат наливает чай дрожащей рукой и добавляет тихо: «Я думал, это возраст». Ему было уже за 50. Бизнес выматывает. Но сейчас я понимаю, это была не усталость. Это был страх. Что знали люди, которые видели Ченебая каждый день, чего не знаем мы? Сегодня впервые 5 бывших сотрудников Акуна соглашаются рассказать о том, что происходило за закрытыми дверями офиса в последние 3 года правления основателя. Эти люди хранили молчание из-за соглашений о неразглашении, из-за страха судебных исков, из-за угроз потерять рекомендации для новой работы. Но тяжесть невысказанной правды оказалась сильнее страха. Я видел, как рушится человек, который казался несокрушимым. И я ничего не мог сделать. Это чувство беспомощности не отпускает до сих пор, признается Марат, и в его голосе звучит боль человека, который был свидетелем трагедии, но не смог ее предотвратить. Айнура Джумабаева работала личным помощником Ченебая с 2014 по 2021 год. 7 лет она организовывала его встречи, отвечала на звонки, готовила документы к подписи. И она помнит точную дату, когда все начало меняться. 23 апреля 2019 года. Это был обычный вторник. Ченебай Сабырович пришел утром, как обычно, поздоровался, прошел в кабинет. Через час попросил принести кофе. Я принесла. Он сидел у окна и просто смотрел на улицу. Не пил кофе. Не работал с бумагами, просто смотрел. Я спросила, все ли в порядке. Он обернулся и сказал: «Айнура, как думаешь, можно ли доверять человеку, которого знаешь 15 лет?» Я не поняла вопроса. Ответила что-то общее про то, что за 15 лет человека узнаешь хорошо. Он кивнул и снова отвернулся к окну. Больше в тот день он ни слова не сказал. Этот вопрос был не случайным. За день до этого, 22 апреля, состоялось совещание по итогам первого квартала. На совещании присутствовали Ченебай, Асан и еще 3 топ-менеджеров. Обсуждали финансовые показатели. Асан представил отчет, согласно которому прибыль компании упала на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объяснение было логичным. Выросла стоимость пшеницы, увеличились транспортные расходы, усилилась конкуренция. Ченебай молча выслушал презентацию, задал несколько уточняющих вопросов и закрыл совещание. Но вечером того же дня он позвонил старому знакомому, владельцу другой мукомольной компании в Оше, и спросил напрямую: «Как у тебя дела с прибылью?» Знакомый ответил, что первый квартал был лучшим за последние 3 года. Рост составил 12%. У него та же пшеница, те же транспортные маршруты, та же конкуренция, но противоположные цифры. В тот момент Ченебай впервые осознал: либо его финансовый директор некомпетентен,
либо цифры в отчетах не соответствуют реальности. Оба варианта были страшными. Некомпетентность означала, что 15 лет он доверял управление финансами человеку, который не справляется. Ложь означала, что 15 лет он доверял управление финансами человеку, который сознательно обманывает. Чинабай выбрал первое объяснение, потому что второе не укладывалось в его картину мира. Человек, которого ты учил бизнесу, которого вводил в свой круг, которого называл почти братом, этот человек не может сознательно обманывать. Просто не может. И эта вера в невозможность предательства оказалась роковой ошибкой. Следующие несколько месяцев Чинабай пытался разобраться в финансах компании самостоятельно. Просил Айнуру приносить копии договоров с поставщиками, звонил напрямую дистрибьюторам, уточняя условия контрактов. Сверял цифры в отчетах Асана с реальными накладными. И чем больше он копал, тем больше обнаруживал несоответствий. Поставщик утверждал, что цена за тонну пшеницы составляет $200. В отчете стояла цифра 250. Дистрибьютор говорил, что оплатил 300 тысяч за партию муки. В бухгалтерии значилось 220. Разница каждый раз была небольшой — 10-15%. Но когда эти разницы складывались по всем контрактам за год, получалась огромная сумма. Куда уходили эти деньги? Чинабай не знал, но подозревал. «Он стал параноиком», — вспоминает Айнура, и в ее голосе звучит не осуждение, а сочувствие. Просил меня делать копии всех документов втайне от бухгалтерии. Записывал телефонные разговоры. Однажды попросил установить камеру в переговорной комнате, чтобы следить за совещаниями, на которых сам не присутствует. Я пыталась спросить, что случилось. Он отмахивался. «Просто хочу понимать, как работает моя компания». Но я видела его лицо. Это было лицо человека, который больше не чувствует почву под ногами, который не знает, кому можно доверять, который подозревает всех и каждого. Классический симптом того момента, когда основатель осознает: он потерял контроль над собственным бизнесом. Но не знает, как вернуть этот контроль, не разрушив при этом все, что строил годами. Дмитрий Калинин, бывший заместитель директора по производству, описывает ту же трансформацию с другой стороны. Чинабай всегда был жестким, но справедливым руководителем. Мог отчитать за ошибку, но всегда объяснял, как надо делать правильно. Но в 2020 году он изменился. Стал вспыльчивым, неуправляемым. Мог накричать на сотрудника за мелочь. А через 5 минут извиниться и выглядеть растерянным, будто сам не понимает, почему сорвался. Однажды он устроил разнос коммерческому директору прямо в коридоре, обвинил его в сговоре с конкурентами. Потом выяснилось, что никакого сговора не было. Просто Чинабай Сабырович неправильно понял отчет. Он попросил прощения, но осадок остался. Люди начали бояться его непредсказуемости. Старались лишний раз не попадаться на глаза. А это значит, перестали приносить ему информацию. Образовался информационный вакуум. Основатель компании оказался в изоляции внутри собственного офиса. Этот информационный вакуум сыграл на руку Асану. Когда сотрудники боятся руководителя, они идут к тому, кто выглядит спокойным и рациональным. А Асан как раз производил впечатление человека, который держит ситуацию под контролем. Асан Бекович всегда был вежлив, корректен, улыбчив, никогда не повышал голос. Решал проблемы тихо, без драмы, и постепенно люди начали обращаться к нему, минуя Чинабая. Хотите согласовать контракт? Идите к Асану, у него быстрее. Нужна подпись на документе? Асан подпишет, а Чинабай утвердит позже. Хотите обсудить новый проект? Асан адекватнее, с ним можно нормально поговорить. Так, шаг за шагом, реальная власть перетекала от формального руководителя к фактическому. Анализирует Дмитрий, и в его словах звучит горечь человека, который видел процесс, но не осознавал его последствий. Но самое страшное свидетельство приходит от Инги Петровой, медсестры частной клиники, которая несколько раз оказывала Чинабаю помощь на дому в 2021 году. Меня вызывали 3 раза, дважды из-за резких скачков давления, 1 раз из-за сильных болей в груди. Формально это были вызовы для капельниц и уколов, но я видела больше.
Видела человека на грани нервного срыва. Его руки тряслись. Он не мог сосредоточиться, переспрашивал одно и то же. Жаловался на бессонницу, говорил, что не спит по 3 суток подряд, потому что нужно проверить все документы, найти правду. Я рекомендовала обратиться к кардиологу и неврологу. Он отказался. Сказал, что не может показать слабость, иначе враги воспользуются этим. Я спросила, какие враги. Он посмотрел на меня долгим взглядом и произнес: «Самые опасные враги — это те, кого ты считал друзьями». 5 человек. 5 свидетельств. Одна картина. С 2019 по 2021 год Чиныбай Турсунбеков методично терял контроль не только над бизнесом, но и над собой. Стресс разъедал его психику. Подозрения превращались в паранойю. Паранойя вела к изоляции. Изоляция делала его еще более уязвимым. Классическая спираль разрушения, которую психологи называют синдромом осажденной крепости. Когда человек видит угрозы повсюду, он начинает защищаться от всех, и в результате остается один против системы, которая работает против него. Мог ли Чиныбай остановить этот процесс? Теоретически да, если бы вовремя обратился к специалистам, к юристам, к независимым аудиторам. Но он был воспитан в культуре, где признание слабости равносильно поражению, где настоящий мужчина должен справляться с проблемами сам. И эта культурная установка убила его бизнес так же эффективно, как любая финансовая схема. Вопрос, который не дает покоя всем 5 собеседникам. Могли ли они изменить ситуацию, если бы действовали иначе? Марат до сих пор винит себя за то, что не настоял на усилении безопасности финансовых документов. Айнура жалеет, что не обратилась напрямую к членам семьи, не рассказала им о состоянии Чиныбая. Дмитрий считает, что нужно было собрать коллектив топ-менеджеров и провести открытый разговор о ситуации в компании. Инга сожалеет, что не вызвала психиатра принудительно, понимая, что человек находится в опасном состоянии. А 5-й свидетель, имя которого мы не можем назвать по юридическим причинам, говорит самое страшное. Мы все видели, что происходит. Но каждый думал, что это не его проблема, что основатель сам разберется, что не наше дело вмешиваться в дела руководства. И пока мы молчали, Асан действовал. Вот и весь ответ. На камеру он улыбался широко. Приходил на торжественные открытия новых точек продаж, жал руки партнерам, произносил речи о будущем кыргызской пищевой промышленности. Фотографировался с мешками муки на фоне логотипа «Акум», давал интервью местным телеканалам о социальной ответственности бизнеса. Но дома Чиныбай Турсунбеков превращался в другого человека. Человека, который запирал дверь спальни на 2 замка, который прятал документы под матрасом, который проверял телефон на прослушку каждое утро, который спал не больше 3 часов в сутки, потому что остальное время проводил, перечитывая контракты, выискивая в них подвох, пытаясь понять, где именно его обманули. Существует медицинское правило. Хронический стресс убивает медленнее, чем острая травма, но гораздо надежнее. Инфаркт от внезапного потрясения можно пережить. Но когда организм месяц за месяцем, год за годом живет в режиме постоянной тревоги, когда надпочечники непрерывно выбрасывают в кровь кортизол, когда сердце бьется в ускоренном ритме даже во сне, тело изнашивается. И рано или поздно система дает сбой. Личный врач Чиныбая, с которым основатель Акуна консультировался нерегулярно с 2016 года, попросил не называть его имени, но согласился прокомментировать ситуацию в общих медицинских терминах. Пациент такого профиля обычно игнорирует первые признаки. Головные боли списывает на усталость, скачки давления на погоду, боли в груди на остеохондроз. Приходит к врачу только когда становится совсем плохо, и к тому моменту процесс уже необратим. В медицинской карте Чиныбая Турсунбекова первая серьезная запись появляется в ноябре 2019 года. Диагноз — гипертонический криз. Давление 180 на 120. Госпитализация не потребовалась, обошлись амбулаторным лечением. Врач прописал препараты для снижения давления и рекомендовал избегать стрессовых ситуаций, нормализовать режим сна, исключить алкоголь и курение. Чиныбай принимал таблетки неделю,
Потом бросил, потому что они вызывали сонливость, а ему нужно было сохранять концентрацию. Режим сна нормализовать не удалось. Бессонница стала хронической. Алкоголь он действительно исключил, но курить стал больше. С половины пачки в день до 1,5 пачек. Вторая запись. Март 2020 года. Жалобы на аритмию, ощущение перебоев в работе сердца, одышку при физической нагрузке. ЭКГ показало признаки ишемии миокарда. Врач направил на дополнительное обследование к кардиологу. Чиныбай пообещал пойти, но не пошел. Объяснил позже. Нет времени лежать в больницах, нужно спасать компанию. Классическая логика трудоголика. Бизнес важнее здоровья. Пока есть силы работать — работай, упадешь — тогда и лечись. Проблема в том, что когда падаешь, часто бывает уже поздно. Третья запись. Октябрь 2020 года. Вызов скорой помощи на дом. Острая боль в груди, холодный пот, страх смерти. Классические симптомы инфаркта. Врачи скорой настаивали на немедленной госпитализации. Чиныбай отказался. Подписал бумагу об отказе от медицинской помощи, принял нитроглицерин, и через 20 минут боль отпустила. Оказалось, что это был не инфаркт, а приступ стенокардии, так называемая грудная жаба, предвестник настоящего инфаркта. Сердце кричало «Остановись, дай мне отдохнуть». Но Чиныбай не слушал, потому что в его системе координат остановка равнялась поражению. Есть один документ, который объясняет очень многое. Это заключение невролога, к которому Чиныбай все таки пришел в январе 2021 года по настоянию жены. В заключении написано: пациент жалуется на постоянную тревожность, навязчивые мысли, бессонницу, раздражительность, вспышки гнева, трудности с концентрацией внимания. При беседе выявлены признаки генерализованного тревожного расстройства и параноидальных тенденций. Рекомендовано консультация психиатра, назначение анксиолитиков, психотерапия. Пациент от рекомендации отказался, мотивируя тем, что не сумасшедший и к психиатрам не пойдет. Этот отказ стал еще одним гвоздем в крышку гроба его бизнеса, потому что человек в состоянии тревожного расстройства не может принимать рациональные решения. Он видит угрозы там, где их нет, не видит угроз там, где они есть, доверяет не тем, подозревает не тех. И управлять компанией в таком состоянии все равно, что вести машину с неисправными тормозами. Рано или поздно произойдет катастрофа. Но самое страшное открытие делает врач-терапевт частной клиники «Медикум» в Бишкеке, куда Чиныбай обратился в мае 2021 года под чужим именем. Да, под чужим. Он использовал паспортные данные дальнего родственника, чтобы результаты анализов не попали в общую медицинскую базу. Параноидальная предосторожность. Врач вспоминает. Пациент представился как Талант Эсенов, но когда я начал задавать вопросы о симптомах, он ошибся и назвал себя другим именем. Потом спохватился, попросил забыть это и никому не говорить. Я не стал настаивать. Конфиденциальность пациента превыше всего. Анализы показали повышенный уровень сахара в крови, преддиабет, высокий холестерин, маркеры воспаления, признаки хронического стресса в биохимии крови. И еще одну пугающую деталь. Дефицит магния и калия, что объясняло аритмию и мышечные спазмы. Чиныбай получил результаты анализов, выслушал рекомендации врача, кивнул и ушел. Больше в эту клинику не вернулся. Не начал лечение, не скорректировал диету, не стал принимать назначенные препараты. Просто ушел и продолжил жить в том же режиме. Недосып, стресс, сигареты, бесконечные разборки с Асаном, судебные иски, семейные конфликты. Его организм работал на износ, как двигатель машины, который не обслуживали 10 лет подряд. И в какой-то момент этот двигатель должен был заглохнуть. Самая болезненная часть этой истории — Асан знал о проблемах со здоровьем Чиныбая, как минимум частично. По воспоминаниям Айнуры, личного помощника, однажды в офисе случился инцидент. Чиныбай почувствовал себя плохо во время совещания. Попросил принести воды, побледнел. Асан находился рядом, помог дойти до кабинета, усадил в кресло, вызвался вызвать врача.
Чинабай отказался, сказал, что просто не выспался. Асан согласился, но добавил: «Чинабай Сабырович, вам нужно беречь здоровье. Вы незаменимы для компании». Фраза звучала заботливо, но в контексте того, что происходило дальше, она приобретает зловещий оттенок. Вы незаменимы. Пока вы здоровы и контролируете ситуацию. Но стоит вам ослабеть, и незаменимость исчезает. Доказать, что Асан намеренно усиливал стресс Чинабая, невозможно, но хронология событий наводит на размышления. Каждый раз, когда здоровье основателя ухудшалось, происходило что-то, что требовало его немедленного внимания. Срочные совещания, конфликты с партнерами, проблемы на производстве. Случайность? Или тактика изматывания противника? В военной стратегии есть прием: не атаковать врага напрямую, а истощать его ресурсы, не давать восстановиться, вынуждать принимать решения в состоянии усталости. Именно уставший командир совершает фатальные ошибки. Применимо ли это к корпоративной войне? Вполне. Критическая точка наступила в августе 2021 года. Чинабай попал в больницу с острым гипертоническим кризом и подозрением на инсульт. Провел в реанимации 3 суток. Врачи стабилизировали состояние, но запретили возвращаться к работе минимум на месяц. Чинабай пробыл дома неделю. На 8-й день приехал в офис. Объяснил сотрудникам: «Не могу лежать дома, пока компания рушится». Но он уже не мог работать в прежнем режиме. Приходил на несколько часов, быстро уставал, путал даты и цифры. Сотрудники видели, что руководитель физически не способен управлять. И именно в этот момент Асан провел экстренное совещание совета директоров с предложением: временно передать полномочия исполнительного директора заместителю для обеспечения непрерывности управления. Чинабай сам подписал этот приказ. Думал, что это временная мера на период восстановления. Не понимал, что подписывает собственное отстранение от власти. Медицина не прощает ошибок. Если игнорируешь сигналы организма, организм отключается. У Чинабая были все шансы остановиться, пролечиться, восстановиться и вернуться в строй. Но он выбрал иначе. Потому что боялся потерять контроль. Ирония в том, что именно страх потери контроля привел к реальной потере контроля. Его тело отключилось в тот момент, когда ему больше всего нужны были силы. И власть, которую он так отчаянно пытался удержать, ускользнула из рук. Не потому, что ее забрали, а потому что он сам оказался не в состоянии ее удерживать. 23 октября 2021 года. Обычный четверг. Легкий дождь с утра. К обеду небо прояснилось. В офисе компании «Акун» готовились к плановому совещанию по итогам 3-го квартала. Чинабай Турсумбеков пришел на работу в 9 часов утра, как обычно. Но за 9 дней до того совещания, 14 октября 2021 года, в офис Чинабая Турсумбекова поздним вечером пришел человек, которого не зарегистрировали. Охрана не записала его имя в журнал посетителей. Камеры наблюдения в тот вечер проходили плановое техническое обслуживание. Удобное совпадение. Но уборщица Алтынай, которая задержалась на работе, видела силуэт в коридоре. Широкие плечи, дорогое пальто, уверенная походка. Человек поднялся на 3-й этаж, где находился кабинет Чинабая, и провел там около 40 минут. Алтынай не слышала разговора, но когда посетитель вышел, она мельком увидела его лицо в свете коридорной лампы. Знакомое лицо. Очень знакомое. Лицо человека из ближайшего окружения. Через 10 минут вышел Чинабай. Бледный, сгорбленный, постаревший на 10 лет за 40 минут. Он не пошел к лифту. Просто стоял у двери своего кабинета, опираясь на косяк, глядя в пустоту. Алтынай спросила тихо: «Чинабай Сабырович, вам помочь?» Он вздрогнул, будто не слышал, как она подошла. Повернулся, посмотрел сквозь нее и произнес: «Алтынай же, как думаете, может ли человек 20 лет носить маску? Каждый день приходить, улыбаться, называть тебя другом и все это время планировать, как тебя уничтожить?» Она не знала, что ответить. Он не ждал ответа. Спустился по лестнице, минуя лифт, вышел через черный ход
сел в машину и уехал. О чем они говорили в тот вечер? Существует версия, которую озвучивают те немногие, кто знал ситуацию изнутри. По их словам, тот визитер пришел с предложением. Простым, циничным, окончательным предложением. Уйти добровольно. Продать оставшиеся доли символически. Подписать документы о том, что Чинебай передает компанию группе инвесторов по собственному желанию для развития бизнеса. Взамен получить компенсацию, небольшую, но достаточную для безбедной жизни. И главное — получить гарантию, что о нем будут помнить как об основателе, что его имя останется в истории компании, что репутация не пострадает. Красивое предложение, почти великодушное, если не знать, что стоит за ним. Либо ты уходишь с небольшими деньгами и сохраненным лицом, либо тебя вышвырнут без денег и с разрушенной репутацией. Вопрос был не в том, согласиться или нет. Вопрос был в том, как именно ты проиграешь. С достоинством или с позором. Чинебай понял это в тот вечер и понял, что выбора у него больше нет. Но самое страшное было не в предложении. Самое страшное было в том, кто его озвучил. Не Асан. Асан был исполнителем. Человек, который пришел в тот вечер, был архитектором всей схемы. Человек, которого Чинебай знал 30 лет. Человек, которому доверял больше, чем братьям. Человек, который сидел за столом на свадьбах детей, на поминках родителей, на семейных торжествах. И этот человек спокойным ровным голосом объяснял, почему Чинебаю пора уйти. Не с ненавистью, не с торжеством. С холодной деловой логикой. Ты устал. Компания переросла твой уровень управления. Нужна новая кровь, современные методы, западные стандарты. Ты сделал свое дело, и ты сделал его отлично. Но время меняется. Пора передать эстафету. За каждым словом стояла правда. Компания действительно переросла возможности одного человека. Чинебай действительно устал. Современные методы действительно нужны. Все логично, все разумно и абсолютно бесчеловечно. Представьте, что вы строите дом 20 лет. Каждый кирпич кладете своими руками. Каждое окно вставляете сами. Живете в этом доме, растите детей, встречаете гостей. Дом становится частью вас. А потом приходит кто-то и говорит: «Этот дом слишком хорош для тебя. Ты не умеешь правильно его использовать. Освободи место для тех, кто знает толк в архитектуре». И ты понимаешь, юридически дом уже не твой. Ты давно подписал какие-то бумаги, не вчитываясь, доверяя нотариусу. И теперь тебя просто информируют о решении, которое приняли без тебя. Чинебай в тот вечер смотрел в глаза человеку, который забирал у него дом, построенный за 30 лет, и не мог ничего сделать. Потому что формально все законно, потому что сопротивление бесполезно, потому что силы кончились. 9 дней Чинебай жил с этим знанием. Не спал ночами, перебирал варианты, искал выход. Звонил юристам, те разводили руками, говорили о безнадежности ситуации. Звонил старым партнерам, те не брали трубку, боясь связываться с проигравшим. Звонил детям, те отвечали односложно, уже мысленно делили остатки наследства. Он был один. Полностью. Окончательно. Безнадежно один. И вот теперь, 23 октября, когда он пришел в офис на последнее совещание, он уже принял решение. Не сопротивляться. Подписать все, что требует. Уйти тихо. Потому что бороться больше не было сил. Ни физических, ни моральных. Совещание началось в 10 часов утра. Присутствовали 7. Чинебай, Асан и 5 топ-менеджеров. Асан вел встречу. Спокойно, методично, профессионально. Озвучил итоги квартала, представил планы на следующий год. Предложил реструктуризацию управления. И в конце, почти мимоходом, добавил пункт о передаче оперативного руководства более молодой команде менеджеров для повышения эффективности. Чинебай молчал все совещание, не задал ни одного вопроса, не высказал ни одного возражения. Просто сидел и смотрел в окно. А когда Асан закончил презентацию, Чинебай встал, взял ручку и подписал протокол совещания. 5 топ-менеджеров тоже подписали. Все.
30 лет закончились одной подписью на одной странице. Он вышел из переговорной, прошел в свой кабинет, собрал личные вещи в коробку, фотографии семьи, старый калькулятор, которым пользовался с 90-х, памятную табличку «Лучший предприниматель года» от торгово-промышленной палаты. Все остальное оставил. Спустился вниз, сдал пропуск охраннику, сел в машину и уехал. Не попрощался ни с кем, не произнес речи, не хлопнул дверью. Просто ушел. Как будто его там никогда и не было. Но эта история не заканчивается подписью на протоколе, потому что в те же самые дни, пока Чинебай методично терял последние остатки контроля, в офисе компании разворачивалась другая драма. Драма слежки, подозрений и нарастающей паранойи среди тех, кто оставался. Асан понимал, операция прошла успешно, но не закончена. Основатель ушел, но остались люди, которые знают слишком много. Свидетели, документы в головах, воспоминания, которые могут превратиться в показания. И он начал зачистку. Не сразу, постепенно. Хирургически точно. Под предлогом оптимизации штата начались увольнения. Первым уволили Марата Бекмуратова, начальника службы безопасности. Официальная причина — сокращение должности в связи с реорганизацией. Реальная причина — он слишком много знал о визитёрах, о встречах, о документах, которые исчезали. Марат пытался сопротивляться, требовал соблюдения трудового законодательства. Ему предложили компенсацию в размере годового оклада при условии подписания соглашения о неразглашении. Он подписал. Потому что год зарплаты для человека предпенсионного возраста — это шанс протянуть до пенсии. А что такое неразглашение? Просто обещание молчать о том, что и так никому не нужно. Марат ушел тихо. И молчит до сих пор. Почти. Кроме того короткого интервью, которое дала Нинна с измененным голосом, понимая, что молчание разъедает изнутри сильнее, чем любые юридические последствия. Через неделю уволили Айнуру Джумабаеву, личного помощника Чинебая. Ее должность просто упразднили. Новому руководству не требуется персональный ассистент такого уровня. Айнура собрала вещи за один день. Не спорила. Не требовала объяснений. Просто ушла. Но перед уходом сделала копии нескольких документов, которые проходили через ее руки. Не для шантажа, для истории. Чтобы через 10 лет, когда все это станет просто бизнес-кейсом для студентов, кто-то мог восстановить правду. Эти копии лежат у нее дома в сейфе. Она никому о них не рассказывает, но знает, что они есть. И это знание дает ей ощущение контроля. Хотя бы иллюзорного. Дмитрия Калинина, заместителя директора по производству, уволили через месяц. Формально за несоответствие новым стандартам качества менеджмента. Реально за то, что он был лоялен Чиныбою. За то, что мог рассказать, как менялись схемы работы, как внедрялись новые посредники, как росли необъяснимые расходы. Дмитрий нашел работу в другой компании через 3 месяца. Меньшая зарплата, меньший статус, но хотя бы работа. И тишина. Никаких интервью, никаких воспоминаний. Просто работа, семья, тихая жизнь человека, который видел слишком много и решил, что его безопасность важнее исторической справедливости. Из первоначальной команды Старой гвардии остались только те, кто доказал лояльность новому руководству. Главный юрист, который оформлял все сделки, финансовый директор, который готовил искаженные отчеты, директор по безопасности Эрлан, который докладывал Асану, а не Чинебаю. Они получили повышение, прибавку к зарплате, новые контракты на выгодных условиях. Награду за предательство? Нет. Награду за понимание, кто реально управляет компанией. За гибкость, за адаптивность, за отсутствие сентиментальности. В бизнесе нет места эмоциям, есть только рациональный выбор. И они сделали правильный выбор. Но внутри компании начала расти тревога. Люди видели, как один за другим исчезают те, кто работал при Чинебае. Видели, как их заменяют новыми сотрудниками. Молодыми, амбициозными,
без привязанности к прошлому, и задавали себе вопрос: когда придет моя очередь? Что я знаю такого, что может быть опасным для нового руководства? Паранойя — заразная болезнь. Она передается не через рукопожатие, а через взгляды. Когда сотрудники перестают разговаривать открыто. Когда каждый второй может оказаться информатором. Когда любое неосторожное слово может стоить работы. Атмосфера в офисе Акуна к концу 2021 года напоминала атмосферу осажденной крепости. Все подозревают всех. Доверия нет. Есть только страх и желание выжить. Один из оставшихся сотрудников среднего звена, попросивший не называть даже примерное его должностное положение, описывает это так. «Мы перестали обедать вместе. Раньше ходили компанией в кафе, обсуждали новости, шутили. Теперь каждый ест в одиночку за своим столом. Боимся, что любой разговор могут услышать и неправильно истолковать. Перестали обсуждать решения руководства даже между собой, потому что не знаешь, кто может передать твои слова наверх. Однажды коллега пошутил в курилке, что причины бая зарплаты были выше. Через неделю его уволили. Официально за нарушение дисциплины. Все поняли настоящую причину. С тех пор имя Чиныбая не произносят вслух, будто его никогда не существовало. Асан понимал, что контроль через страх эффективен, но недолговечен. Люди, которые боятся, работают формально, без энтузиазма, без креатива. Они не предлагают новые идеи, не рискуют, не развивают компанию. Они просто выполняют минимум, чтобы не уволили. И такая компания обречена на стагнацию. Поэтому параллельно с зачисткой старых кадров он проводил вторую операцию — массированную пиар-кампанию. Внутри компании и снаружи. Статьи в деловых изданиях о новой эре развития Акуна под руководством современного менеджмента. Интервью с Асаном, где он говорит о благодарности основателю, который заложил фундамент, и о необходимости двигаться дальше. Корпоративные тренинги для сотрудников о ценностях компании, где среди ценностей нет ни слова о преданности, но много говорится об эффективности и результатах. Формировалась новая корпоративная культура. Культура, где история компании начинается не в 96-м году с Чиныбая, а в 22-м году с Асана. Прошлое аккуратно стиралось. Заменялось новым нарративом. Но память людей не стирается так просто. Старожилы помнили, как начинался Акун. Как Чиныбай ночевал на заводе, когда оборудование ломалось перед большим заказом. Как брал кредиты под личное поручительство, рискуя домом и семьей. Как выплачивал зарплаты вовремя. Даже в 98-м году, когда половина компаний в стране задерживали выплаты на месяцы. Эти воспоминания жили в головах, передавались новым сотрудникам неофициально, в курилках и за обедом. Видишь этот завод? Его построил Чиныбай на кредит, который выплачивал 7 лет. Видишь этот логотип? Его придумала дочь Чиныбая, когда училась в университете. История не исчезает. Она уходит в подполье. И вот парадокс. Чем сильнее Асан пытался стереть следы Чиныбая, тем ярче становилась его фигура. Превращалась в легенду, в символ, в напоминание о том, что бизнес не только про цифры и эффективность, но и про человеческие истории, про жертвы, про цену успеха. Про то, как один человек с нуля строил империю и как эту империю у него забрали. Трагедия всегда привлекательнее триумфа. Люди любят истории о падении больше, чем истории о подъеме, потому что в падении есть урок, есть предупреждение, есть мораль. И параллельно с этим в тиши государственных архивов разворачивалась еще одна операция по стиранию прошлого. В архивах Государственной регистрационной службы Кыргызской республики хранятся документы о каждой зарегистрированной компании страны. Учредительные договоры, протоколы собрания акционеров, изменения в составе руководства, сделки с крупными активами. Все это должно храниться вечно, так гласит закон. Но когда независимые журналисты в феврале 2022 года попытались получить полную историю корпоративных изменений компании «Акун» за последние 5 лет, они столкнулись с удивительным фактом. 27 страниц из досье исчезли. Не утеряны, не повреждены при пожаре или наводнении. Именно исчезли.
вырвано из папки. Сотрудник архива, пожелавший остаться анонимным, говорит тихо, оглядываясь по сторонам. «Я работаю здесь 14 лет. Никогда не видел, чтобы документы пропадали из государственного архива. Это невозможно. Доступ к хранилищу имеет только 5 человек. Каждый вход фиксируется. Но в период с июня по август 2022 года записи о посещении этого конкретного дела отсутствуют. Будто никто не брал папку. Но страницы исчезли. Кто-то очень влиятельный стер следы. Что было на этих 27 страницах, точно неизвестно. Но опись документов, которая, к счастью, сохранилась отдельно, дает подсказки. Протокол внеочередного собрания акционеров от 17 марта 2019 года. Договор о передаче части активов компании в доверительное управление от 23 мая 2020 года. Соглашение об изменении долей участия в уставном капитале от 1 ноября 2021 года. Нотариально заверенная доверенность от Чиныбая Турсунбекова на имя неустановленного лица от 9 февраля 2022 года. Каждый из этих документов мог содержать информацию о том, как именно происходила передача контроля над компанией, кто подписывал, при каких обстоятельствах, на каких условиях. Но документов нет. Остались только номера в описи и пустые места в деле. Адвокат, который пытался восстановить хронологию событий для судебного иска Чиныбая, описывает ситуацию юридическим языком. Отсутствие первичных документов делает невозможным доказательство факта принуждения или введения в заблуждение при подписании соглашений. Даже если мой клиент утверждает, что подписывал документы, не понимая их содержания, без оригиналов этих документов суд не может провести экспертизу. Кто-то очень профессионально зачистил юридическое поле. Простым языком. Тот, кто забрал страницы из архива, знал, что делает. Это не импульсивное действие напуганного человека. Это часть плана по устранению улик. Когда документов нет, доказать преступление невозможно. Остаются только слова. А слова одного разоренного бизнесмена против слов успешного действующего руководителя компании — это неравная схватка. Но государственный архив — не единственное место, где хранились документы. В самой компании «Акун» существовал внутренний архив финансовых документов. Контракты, накладные, платежные поручения, акты сверки. По закону компания обязана хранить эти бумаги минимум 5 лет. Когда в марте 2022 года, уже после окончательного отстранения Чиныбая от управления, его адвокаты запросили доступ к архиву для подготовки иска, им ответили: архив затопило. Прорвало трубу отопления в подвале, где хранились документы, за период с 2017 по 2021 год. Вода уничтожила примерно 80% бумаг. Случайность? Может быть. Но слишком удачно совпавшая с моментом, когда эти документы могли понадобиться в суде. Архивариус компании, уволившаяся через 2 недели после инцидента, в приватном разговоре говорит иначе. Никакой трубы не прорывало. Я видела, как грузовик увозил коробки с документами ночью, за 3 дня до того, как объявили о затоплении. Куда увозили, не знаю. Но когда я пришла утром на работу, в подвале действительно была вода. Только воды было немного, сантиметров 5 на полу. Документы лежали на стеллажах высотой метр. Они физически не могли намокнуть. Но коробки уже исчезли. Она больше не работает в этой сфере, боится преследования. Просит не называть ее имени. Исчезли не только бумажные документы. Электронная бухгалтерия компании тоже содержала дыры. В июле 2022 года система учета была модернизирована, так объяснило руководство сотрудникам. Старое программное обеспечение заменили новым. В процессе миграции данных по техническим причинам часть информации не перенеслась. Бывший системный администратор компании, назовем его Руслан, дает свою версию. Меня попросили удалить базу данных за период с 2018 по 2021 год перед установкой новой системы. Я отказался, сказал, что это нарушение правил. Мне ответили: либо выполняешь приказ, либо увольняешься. Я уволился. Через неделю базу все равно удалили. Человек, который это сделал, получил повышение. Технически восстановить удаленные данные возможно,
но для этого нужен доступ к серверам компании и судебное постановление о проведении компьютерной экспертизы. Адвокаты Чиныбая подавали ходатайство. Суд отклонил, мотивируя тем, что отсутствуют основания подозревать умышленное уничтожение данных. Круг замкнулся. Чтобы доказать умысел, нужны данные. Чтобы получить данные, нужно доказать умысел. Но одно место осталось неподконтрольным новому руководству Акума — домашний сейф Чиныбая Турсунбекова. Там он хранил копии некоторых ключевых договоров, которые делал на всякий случай, начиная с 2019 года, когда только начал подозревать неладное. Эти копии не имели юридической силы, потому что были без печати и нотариального заверения, но они могли хотя бы показать содержание исчезнувших документов. В ноябре 2022 года в дом Чиныбая проникли грабители, украли сейф целиком. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Дело до сих пор не раскрыто. Никаких зацепок. Камеры видеонаблюдения в тот день случайно не работали. Профилактика системы. Соседи ничего не видели и не слышали. Профессиональная работа. Чиныбай говорил знакомым после кражи: «Они забрали последнее, что у меня было, последние доказательства. Теперь я никто. Человек без документов, как человек без прошлого. Не докажешь, что это было твоим». Он плакал, когда говорил это. Плакал, как ребенок, у которого отняли самую важную игрушку. Только это была не игрушка. Это была его жизнь, превращенная в набор контрактов и подписей. И теперь их не существовало. Существует ли вообще способ доказать, что документы исчезли не случайно, а по чьему-то приказу? Юридически почти невозможно. Если только не найдется свидетель, который непосредственно участвовал в изъятии или уничтожении бумаг и согласится дать показания. Но таких свидетелей нет. Или они молчат. Потому что люди, способные организовать изъятие документов из государственного архива, способны организовать и молчание свидетелей. Деньги покупают не только бумаги. Они покупают страх, лояльность и забывчивость. Кто-то получил щедрую премию за то, что вовремя забыл записать посещение архива. Кто-то получил новую должность за то, что вовремя удалил базу данных. Кто-то получил оплату долгов за то, что организовал кражу сейфа. Система работает безупречно, пока каждый участник заинтересован в молчании. И пока нет того, кто готов разрушить эту систему изнутри. Чиныбай Турсунбеков сидит в съемной квартире на окраине Бишкека. Не в том районе, где он жил последние 20 лет. Не в особняке с панорамными окнами и бассейном. В обычной трехкомнатной квартире, которую снимает за $300 в месяц. Перед ним на столе лежит единственное, что осталось от его архива. Фотографии документов, которые он делал на телефон в последние месяцы работы в компании. Качество плохое. Часть текста не читается. Печати не видны, подписи размыты. С точки зрения юриспруденции это не доказательство, это просто фотографии. Но для него это все, что напоминает. Он не сошел с ума, это все было по-настоящему. Контракты существовали, доли переписывались, активы выводились. Это не паранойя, это факты. Просто факты больше не имеют физического воплощения. Они существуют только в его памяти. И в этих размытых фотографиях на экране старого телефона. Что было на тех 27 страницах, которые исчезли из государственного архива? Мы не узнаем никогда, если только кто-то, кто забрал их, не решит однажды рассказать правду. Но пока молчание стоит дороже, чем правда, этого не случится. Представьте, вы руководите компанией 30 лет. Знаете каждого ключевого сотрудника по имени. Помните, кто как пришел в коллектив, кому помогли в трудную минуту, кого продвигали по карьерной лестнице. Эти люди — ваша команда, ваша опора, продолжение ваших рук. Теперь представьте, вы обнаруживаете, что 5 из них знали о том, что происходит, но молчали. Не предупредили, не остановили. Просто наблюдали, как чужие руки разбирают ваш бизнес по частям. Это не предательство в открытую. Это предательство молчанием. И оно ранит сильнее, чем прямой удар в спину. Потому что удар можно увидеть, а молчания нет.
В структуре компании «Акум» к 2020 году существовала негласная группа из 7 человек. Официально они занимали разные должности. Финансовый директор, коммерческий директор, главный юрист, начальник службы безопасности, руководитель производства, главный бухгалтер, директор по логистике. Но неофициально эти 7 человек составляли узкий круг, который знал все о компании. Каждый финансовый поток, каждый крупный контракт, каждую сделку с активами. Чинабай Турсунбеков называл их «моим штабом». Собирал на закрытые совещания раз в месяц. Обсуждал стратегию, делился планами, спрашивал мнение, доверял. И именно эти 7 человек первыми увидели, что Асан начал выстраивать параллельную структуру контроля, что финансовые потоки идут мимо основателя, что доли в компании перераспределяются. Видели, но молчали. Почему? Начнем с финансового директора. Он работал под началом Асана, был его прямым подчиненным. Когда Асан начал свою игру, финансовый директор оказался перед выбором: предупредить Чинабая и потерять работу или промолчать и сохранить место. Он выбрал второе. Более того, именно он готовил отчеты с искаженными цифрами, которые показывали Чинабаю. Не потому, что хотел навредить основателю, просто потому, что боялся Асана больше, чем уважал Турсунбекова. Страх оказался сильнее лояльности. После того, как Чинабай окончательно потерял компанию, финансовый директор ушел по собственному желанию. Не выдержал чувства вины. Сейчас работает в небольшой компании за скромную зарплату. Не дает интервью. Не общается с бывшими коллегами. Живет с грузом человека, который знал, как остановить катастрофу, но не остановил. Главный юрист, второй человек из этой группы, находился в еще более сложной позиции. Именно он оформлял все договоры о передаче долей, о выводе активов, о смене структуры управления, видел каждую бумагу, понимал, что происходит. Но юрист действует по поручению руководства. Если руководство дает указание оформить сделку, юрист оформляет. Даже если видит, что сделка невыгодна для компании или для конкретного акционера. Его задача — проверить законность, а не целесообразность. Формально главный юрист Акуна ничего не нарушал. Выполнял поручения, которые давал ему Чинабай лично. А то, что Чинабай подписывал документы, не понимая их последствий, это уже не вина юриста. Или все таки вина? Обязан ли профессионал предупреждать клиента о возможных рисках сделки, даже если клиент напрямую об этом не спрашивает? Юридически нет. Морально — да. Главный юрист Акуна остался в компании после смены руководства. Получил повышение. Сейчас отвечает за корпоративные вопросы. Спит спокойно. Считает, что выполнял свою работу профессионально. Начальник службы безопасности — третий участник молчаливого заговора. Марат Дыкмуратов, о котором мы говорили раньше, был не единственным человеком в этой службе. Над ним стоял директор по безопасности, назовем его Эрлан, который имел доступ ко всем камерам наблюдения, ко всем записям переговоров, ко всем внутренним расследованиям. Эрлан видел, кто приходит в офис к Асану поздно вечером. Видел, как документы выносят из архива. Видел встречи, о которых не знал Чинабай. Вел записи, составлял отчеты. А потом эти отчеты исчезали. Потому что Эрлан показывал их не Турсунбекову, а Асану. Предавал ли он основателя компании? С его точки зрения нет. Он следовал инструкции. Докладывать о потенциальных угрозах безопасности компании. А угрозой, по его мнению, был сам Чинабай, нестабильный, параноидальный, теряющий контроль над собой. Асан выглядел стабильным и рациональным. Вот ему и докладывали. Логика простая и страшная. Предать можно, оправдывая это интересами дела. Коммерческий директор знал о завышенных ценах в контрактах с подконтрольными Асану дистрибьюторами. Главный бухгалтер знал о расхождениях в финансовых отчетах. Руководитель производства знал о закупках оборудования через посредников по завышенным ценам. Директор по логистике знал о фиктивных транспортных расходах. 7 человек, 7 свидетелей, 7 молчальников.
Они встречались раз в месяц на тех самых закрытых совещаниях с Чиныбаем. Сидели за одним столом, смотрели ему в глаза, кивали, когда он говорил о планах развития, соглашались, когда он просил их быть бдительными. И ни один из них не произнес вслух: «Чиныбай Сабырович, вас обманывают. Асан выводит активы. Вы теряете компанию». Почему? Потому что говорить правду руководителю, который не хочет ее слышать, — это самоубийство карьеры. Чиныбай в те годы был непредсказуем, вспыльчив, подозрителен. Любую критику Асана воспринимал как личное оскорбление. «Асан мой друг. Он не может меня предавать. Вы просто завидуете его успехам». Эту фразу слышали многие, кто пытался намекнуть на проблему. После нескольких таких разговоров люди перестали пытаться. Зачем портить отношения с руководителем, если он все равно не верит? Зачем рисковать должностью ради правды, которую не хотят слышать? Проще промолчать, сохранить лицо, переждать бурю, посмотреть, чем закончится. А когда закончилось поражением основателя, все 7 остались при своих местах. Потому что новый руководитель, Асан, ценил их именно за молчание, за то, что не мешали, за понимание, кто реально контролирует ситуацию. Но была еще одна группа людей, которая знала правду и молчала. Семья Чиныбая. Жена Гульнара видела, как муж разрушается физически и ментально. Дети видели, что отец теряет контроль над бизнесом. Близкие родственники, которые работали в компании на второстепенных должностях, слышали слухи. Все они могли вмешаться. Могли настоять на независимом аудите. Могли объединиться и потребовать созвать общее собрание акционеров. Могли, в конце концов, просто поддержать Чиныбая эмоционально, не дать ему сломаться. Но они выбрали иначе. Жена была занята сохранением семейного имущества на свое имя, на случай, если компания рухнет. Дети были заняты разделом будущего наследства. Родственники боялись потерять свои небольшие должности в компании. Каждый думал о себе. Никто не думал о том, кто дал им все это. Работу, статус, деньги, возможности. Семья не спасает. Семья наблюдает, как ты тонешь, и обсуждает, кому достанется твоя одежда. Существует психологический феномен, который называется распределение ответственности. Когда группа людей видит проблему, каждый думает: пусть вмешается кто-то другой. Ведь кроме меня еще 6 человек знают. Если проблема серьезная, кто-то из них точно скажет: зачем мне рисковать? В итоге все молчат, потому что каждый думает, что кто-то другой должен сказать первым. И катастрофа происходит на глазах у толпы свидетелей, которые стоят и ждут, когда кто-то другой начнет действовать. Так было в Акуне. 7 руководителей высшего звена, 3 членов семьи, 5 близких родственников, десятки сотрудников среднего звена. Все знали, частично или полностью. Все молчали. Все ждали, что кто-то другой возьмет ответственность. А когда Чиныбай окончательно потерял компанию, все эти люди искренне удивлялись. Как такое могло случиться? Почему никто ничего не сделал? Не понимая, что они сами и есть это никто. Один из 7 руководителей, единственный, кто согласился говорить при условии полной анонимности, объясняет свое молчание так. «Я пытался. 1 раз. Пришел к Чиныбаю Сабыровичу и сказал: нужно проверить финансовые отчеты независимыми аудиторами. Есть несоответствие». Он посмотрел на меня долгим взглядом и спросил: «Ты на чьей стороне? Моей или Асана?» Я не знал, что ответить. Это был неправильный вопрос. Не должно быть сторон внутри одной компании. Должна быть правда и интересы бизнеса. Но он уже видел мир через призму войны. Либо со мной, либо против меня. Третьего не дано. Я понял. Если скажу что-то еще против Асана, меня запишут во враги. А мне нужна была работа. У меня семья, кредит за квартиру, дети в университете. Я не мог рисковать. Поэтому промолчал. И жалею об этом. Каждый день. В его голосе звучит боль. Но эта боль не меняет факта. Когда пришло время выбирать между правдой и безопасностью,
Он выбрал безопасность, как и все остальные. Можно ли было изменить исход, если бы хотя бы один из этих людей нашел смелость говорить громко и публично? Вероятно, да. Если бы главный юрист отказался оформлять сомнительные сделки до проведения независимой экспертизы, если бы главный бухгалтер отказалась подписывать отчеты с искаженными цифрами, если бы финансовый директор напрямую сказал Чиныбаю: «Я увольняюсь, потому что меня заставляют участвовать в выводе активов». Любое из этих действий запустило бы цепную реакцию, остановило бы процесс, дало бы Чиныбаю время разобраться. Но для этого нужна смелость. А смелость — редкий товар. Особенно, когда на кону твоя зарплата, твоя должность, твое спокойствие. Люди не герои. Люди — обычные работники, которые хотят стабильности. И ради стабильности готовы закрыть глаза на несправедливость, даже когда эта несправедливость разрушает человека, который дал им все. Чиныбай Турсунбеков однажды сказал в интервью, уже после потери компании: «Я не понимаю, как так вышло. Я окружил себя профессионалами, платил хорошие зарплаты, доверял людям. И в итоге остался один. Они все перешли на сторону Асана без сопротивления. Будто меня никогда и не было». Он не понимал главного. Люди переходят не на сторону Асана. Они переходят на сторону того, кто контролирует их будущее. А когда стало очевидно, что будущее компании за Асаном, выбор был сделан автоматически. Никакой личной преданности, только расчёт. Холодный, циничный, предсказуемый расчёт. Добро пожаловать в мир корпоративных отношений, где лояльность длится ровно столько, сколько длится контракт. А иногда и меньше. 7 человек знали, 7 человек молчали. 7 человек продолжают работать и жить обычной жизнью. Никто из них не понёс ответственности. Потому что молчание — это не преступление. Это просто выбор. Морально спорный, юридически безупречный и смертельно опасный для тех, кто рассчитывал на их голос. Последний раз Чиныбай Турсунбеков приехал к зданию офиса компании «Акун» 12 ноября 2021 года. Ранним утром, когда город еще спал. Он не вышел из машины. Просто сидел на водительском месте, глядя на знакомый фасад здания. На логотип над входом. На окна кабинетов, где принимались решения. На парковку, где когда-то стояли машины его партнеров, его сотрудников, его друзей. Сидел час, может, больше. Шофёр, который работал у него последние 15 лет, но в тот день не работал, случайно увидел его машину, проезжая мимо. Остановился, подошёл, постучал в стекло. Чиныбай опустил стекло. Глаза покрасневшие, лицо осунувшееся, голос хриплый. «Талгат, как думаешь, они помнят, кто это всё построил?» Шофёр не знал, что ответить. Чиныбай продолжил, глядя на здание. «Я купил этот участок в 2003-м. Пустырь был, бурьян, мусор. Никто не верил, что здесь можно построить что-то. Кредит взял. Жена плакала, говорила, что разоримся, но я видел, как здесь будет стоять офис, как люди будут приходить на работу, как компания будет расти. Построили за год. Я каждую неделю приезжал на стройку, проверял, хотел, чтобы всё было идеально. И вот теперь я сижу здесь как чужой, не могу войти, охрана не пустит, пропуск аннулирован. Я чужой в здании, которое построил». Помолчал, потом добавил тихо: «Знаешь, Талгат, что самое страшное? Не то, что меня предали, а то, что я сам позволил это сделать. Доверял, когда нужно было проверять. Верил, когда нужно было сомневаться. Прощал, когда нужно было наказывать. Я сам построил эту западню и сам в неё попал». Талгат стоял молча, не перебивал. Понимал, что человеку нужно выговориться, что это последний монолог перед финалом. Чиныбай завел машину, опустил стекло до конца и сказал на прощание: «Если увидишь там кого-то из старой команды, передай. Я не держу зла. Они сделали то, что должны были сделать. Выжили. Я бы, наверное, на их месте поступил так же. Просто пусть помнят цену этого выживания.
помнят, кому они обязаны тем, что у них вообще была эта работа. Уехал. Больше к офису не приезжал. Это была его последняя встреча с прошлым. В декабре 2021-го Чиныбай окончательно переехал в съемную квартиру. Развод с женой оформили тихо, через адвокатов, без скандалов. Особняк остался за Гульнарой. Бизнес остался за Асаном. Земельный участок заморожен в судебных тяжбах. Детям достались небольшие суммы на счетах и недвижимость, которая была оформлена на них заранее. Чиныбаю осталось самое главное — он остался жив. В отличие от многих его коллег по цеху, которые не пережили подобные истории, не физически погибли, а сломались, спились, впали в депрессию, выбросились из окон высоток. Статистика бизнес-самоубийств в постсоветских странах не ведется официально, но в узких кругах все знают цифры. Каждый год десятки бывших успешных предпринимателей не выдерживают потери того, что строили всю жизнь. Чиныбай выжил, возможно, благодаря тому, что в какой-то момент перестал бороться. Принял неизбежность. Отпустил. Это не слабость. Это мудрость человека, который понял, некоторые битвы невозможно выиграть. Не потому, что ты слаб, потому что система сильнее. Законы писаны для тех, кто умеет их использовать. Суды работают для тех, кто может их купить. Справедливость существует только в книгах. А в реальной жизни побеждает тот, кто готов играть грязно. Последние месяцы 2021 года Чиныбай провел в попытках осмыслить случившееся. Встречался с немногими оставшимися друзьями, разговаривал с психологом, пытался писать мемуары, начал и бросил, поняв, что пересказ собственного поражения слишком болезнен. Гулял по городу, наблюдал за людьми, которые спешили по своим делам, не зная его истории, не интересуясь его драмой. Жизнь продолжалась. Мир не остановился. Компания «Акун» работала как обычно. Мука высшего сорта по-прежнему поступала на прилавки. Потребители не заметили смены владельца. Для них это был просто бренд, набор букв на упаковке. Кто стоит за этими буквами, неважно. В январе 2022 года Чиныбай попытался последний раз восстановить справедливость. Подал иск о признании сделок по выводу активов недействительными. Суд принял иск к рассмотрению. Назначил предварительное слушание. Чиныбай пришел с адвокатом. Асан пришел с командой из 5 юристов. Процесс длился 3 месяца. За это время Чиныбай понял — он проиграл еще до начала. Каждое его заявление встречали протоколами, подписанными им же. Каждое обвинение опровергали документами с его печатью. Каждую попытку доказать принуждение блокировали свидетельскими показаниями сотрудников, которые утверждали, что Чиныбай Сабырович принимал решение осознанно и добровольно. В апреле суд вынес решение — отказать в удовлетворении иска. Мотивировка. Отсутствие доказательств нарушения закона. Чиныбай не стал подавать апелляцию. Понял, что бесполезно. Деньги на адвокатов заканчивались, силы заканчивались. Надежда закончилась раньше. Сегодня Чиныбай Турсумбеков живет на пенсию и небольшие сбережения, которые успел спрятать до окончательного краха. Не богато, но и не нищенски. Достаточно, чтобы платить за квартиру, покупать еду, изредка встречаться с внуками. Дети общаются редко. Бывшая жена не общается вообще. Друзья постепенно исчезли. Одни из неловкости, другие из страха связываться с проигравшим. Он не стал изгоем, он стал невидимкой. Человеком, о котором вспоминают только тогда, когда нужен пример того, как не надо вести бизнес. Но есть одна деталь, которая не дает покоя тем, кто следит за этой историей. Иногда поздним вечером Чиныбай выходит на балкон съемной квартиры, достает телефон и смотрит старые фотографии. Открытие первого завода в 2002-м. Награждение на бизнес-форуме в 2010-м. Семейное фото на фоне нового офиса в 2015-м. Лица людей, которые были рядом, которые улыбались, которые аплодировали, которые предали. Смотрит долго, молча, без слез. Просто смотрит,
Будто пытается запомнить не лица, а урок. Будто архивирует боль, чтобы однажды извлечь ее и использовать. Для чего — неизвестно. Может, для книги, которую все таки напишет. Может, для разговора с внуками, когда они вырастут. Может, просто для себя. Чтобы помнить. Это было. Это случилось. И это не должно повториться. Прошло 2 года. Компания «Акун» процветает. А сам получил звание «Предприниматель года» от правительства Кыргызской республики. Открылось 2 новых завода. Расширилась география экспорта. Прибыль выросла на 30%. С точки зрения экономики все идеально. Бизнес работает как часы. Гульнара, бывшая жена Чыныбая, живет в особняке, путешествует, ведет светскую жизнь. Дети получили свою долю наследства и больше не интересуются судьбой отца. Старший сын Тимур все таки вернулся в Кыргызстан, но не к отцу. Открыл свой стартап в IT-сфере, старательно избегая любых ассоциаций с семейным бизнесом. На вопросы журналистов отвечает уклончиво. «Мой отец сделал свой выбор, я делаю свой». 7 топ-менеджеров, которые молчали, остались в компании, получили повышение, построили карьеры, спят спокойно. Если и испытывают чувство вины, то не показывают этого. В корпоративной культуре нового Акуна не принято обсуждать прошлое. Только будущее, только цифры, только результат. Бывшие сотрудники, которые были уволены в ходе зачистки, нашли работу в других местах. Живут обычной жизнью. Иногда встречаются, вспоминают старые добрые времена при Чыныбае. Но эти воспоминания с каждым годом тускнеют. Память селективна. Люди помнят то, что удобно помнить. На официальном сайте компании «Акун» в разделе «История» написано: компания основана в 1996 году группой предпринимателей-единомышленников. Имя Чыныбая Турсунбекова упоминается 1 раз, мелким шрифтом, в контексте вклада в развитие мукомольной отрасли Кыргызстана. Не как основатель, не как создатель империи, как один из многих. Документы, исчезнувшие из государственного архива, так и не нашлись. Расследование закрыто за отсутствием состава преступления. Сейф, украденный из дома Чыныбая, не обнаружен. Дело о краже висит в статусе «приостановлено». База данных компании, удаленная в ходе модернизации системы, не восстановлена. Официальная позиция — технические проблемы, информация не представляла критической важности. Чыныбай Турсунбеков живет тихо, почти незаметно. Выходит из дома редко. Встречается с людьми еще реже. Иногда его видят в старом парке, где он гуляет по утрам. Сутулый, постаревший, с тростью. Прохожие не узнают в нем человека, который когда-то был одним из богатейших людей страны. Для них это просто пожилой мужчина, один из тысяч, ничем не примечательный. Но среди узкого круга предпринимателей старшего поколения имя Чыныбая стало символом, предупреждением. Когда кто-то слишком доверяет партнеру, старшие говорят: «Помнишь историю Турсунбекова?» Когда кто-то пренебрегает юридической защитой активов, напоминают: «Посмотри, чем закончилось для основателя Акуна». Его история стала уроком, не написанным в учебниках, но передаваемым из уст в уста. Урок о том, что в бизнесе нет места наивности, что доверие должно быть подтверждено документами, что семья не всегда опора, что молчание соучастников страшнее активных врагов.